В Пакистане после 6-дневного пребывания в горах Каракарум спасен Александр Гуков. Вместе со своим партнером по Альп-связке они пытались покорить северный склон горы Лоток-1. Это не удавалось никому. Второй альпинист Сергей Глазунов, к сожалению, погиб. За Александра Гукова переживала вся Россия. Отмечу, что он принимал участие в чемпионате страны в высотно-техническом классе, который проходил в Ингушетии в ноябре 2016 года. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Как говорил знаменитый советский космонавт Герман Титов, альпинизм – это наиболее близкий к космонавтике вид спорта. Наверное, поэтому это экстремальное занятие привлекает столько любителей адреналина. Александр Гуков и Сергей Глазунов – альпинисты опытные, и степень опасности при покорении горы Лоток-1 они явно осознавали. Но этот вид спорта ошибок не терпит, и один из спортсменов в процессе восхождения сорвался с горы и погиб. Все альпснаряжение и провизия были в рюкзаке погибшего Глазунова. Из этого момента началось выживание оставшегося на вершине российского альпиниста. К сожалению, сегодня погода не позволила пакистанским пилотам подняться к Александру. Было предпринято 3 попытки, чтобы сбросить ему продукты и спутниковый телефон, но низкая облачность не позволила этого сделать. Поэтому завтра эти попытки будут продолжены. До 2012 года ни одного успешного восхождения на горы Каракорум не было совершено. По разным данным, попыток было около 25. Сложный рельеф, постоянно меняющиеся погодные условия делали эту вершину долгое время недоступной для альпинистов. В прошлом году Альп-группа во главе с Александром Гуковым пыталась покорить северный склон этой горы, но им пришлось спуститься, достигнув высоты 7000 метров. В этом году восхождение сложилось еще хуже. Один альпинист погиб. Жизнь второго висела на волоске. Я исключаю, потому что я знаю лично Сережу, исключаю пренебрежение какой-то страховкой или самостраховкой. То есть, скорее всего, это несчастный случай, потому что ребята очень опытные. Вот. И сам рельеф маршрута не позволяет, в общем-то, брать и пренебрегать страховкой, то есть развязываться и ходить просто так. На поиски Александра Гукова выдвинулись лучшие спасатели мира. Ситуация осложнялась сложными метеоусловиями. В операции были задействованы пакистанские военные вертолеты. К ним присоединились и российские специалисты. На подвешенной к вертолету веревке длиной 60 метров спасатели вызволяли российского альпиниста. Петербургский альпинист, который неделю провел на горе в Пакистане, спасен. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке координатор спасательной операции Анна Пиунова. Пилоты ВВС Пакистана воспользовались безоблачной погодой и сняли российского спортсмена со скалы. Александр Гуков – личность среди альпинистов достаточно известная. В Ингушетии 42-летний спортсмен тоже бывал по работе. Первый в республике чемпионат России по альпинизму в техническом классе, прошедший в 2017 году, собрал лучших в этом виде спорта. Разумеется, Гуков тоже был в их числе. Для развития альпинизма в Ингушетии Александр приложил все усилия, покорив вершину Гайкомт. Вершина Гайкомт нашли вчера ночью, но не ночью, в 18:15, так что вчера не снимали. Здесь же вот там вот переночевали. Так что маршрут Харитонова пройден. Ура! Горы, как известно, ошибок не прощают. Печальный пример Александра Гукова и Сергея Глазунова это подтверждает. На данный момент состояние Александра оценивается как тяжелое, но несмотря ни на что, попытки покорить непроходимые пока что горы в Пакистане будут предприниматься. И вполне возможно, в скором времени маршрут будет проложен. Главное, чтобы не было человеческих жертв. Тамерлан Хамхоев, Новости 24.